Концертный зал правительства Москвы стал местом притяжения соотечественников, проживающих в России. Здесь состоялся съезд Общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс». Делегаты, которые приехали со всех уголков России, определили приоритетные направления на 2022 год. Главной целью Конгресса является консолидация российских кыргызов, содействие сохранению культурно-исторического наследия народов России и Кыргызстана, содействие укреплению мира, дружбы, доверия между народами Кыргызстана и многонациональной России. Для Кыргызстана сотрудничество с Россией имеет особую значимость в силу исторической и культурной общности народов двух государств, традиционных уз дружбы, общих интересов в области безопасности, политической, экономической, военно-технической, культурной, гуманитарной, научной, миграционной и многих других сферах. День был насыщенным на события. После официальной части съезда концертный зал заняли участники бизнес-форума «Табарман». Они пришли послушать известных коучей, которые делились своим опытом и знаниями в области бизнеса, IT-технологий и психологии. В 2018 году мы провели наш первый бизнес-форум, где мы пригласили наших же соотечественников, у которых кыргызское гражданство, возраст от 18 до 25 лет, и у них миллионные доходы. Как они это делают? Чем они отличаются от многих из вас, кто не достиг таких результатов? И вот они пришли на нашу сцену и рассказали это. После этого мы почувствовали такой, знаете, такой вот предпринимательский бум среди наших соотечественников. Сейчас десятки тысяч наших соотечественников создают бизнес в России. Пришло время меняться. Пришло время идти в онлайн. Пришло время образовываться в IT. Пополнив багаж знаний и зарядившись отличным настроением, участники и гости мероприятия окунулись в мир высокого искусства. В концертном зале правительства Москвы прозвучала симфоническая поэма «Сотворение мира» в новом, ярком и живом формате. Чтецом выступила заслуженный деятель культуры Кыргызстана и России Асоль Молдахматова. Когда пришло время для жертвоприношения, Каин принес Господу плоды земли, и Авель принес наилучший дар из первого приплода стада своего. После концерта генеральный секретарь Международного Иссыкульского форума Асоль Молдахматова вручила выдающимся личностям России медали Чингиза Айтматова. В числе награжденных был и последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев. Рустам Ибрагимович говорит, что завтра мы поедем к Михаилу Сергеевичу и сама лично ему вручу. Это на самом деле неожиданно. Я вообще не умею красиво говорить или петь и так далее. Поэтому я просто очень рад здесь быть и очень благодарен судьбе, что мы связаны и с Айтматовым, и с теми замечательными людьми, которые продолжают делать то дело, ради которого, почему мы существуем и живем. На этом череда мероприятий не закончилась. Вишенкой на торте стал конкурс красоты «Мисс Евразии». Природа неизведанная, горы, озера. Мирбек Молдакунов, Аскар Уланулу, Алату 24, город Москва.